73-е заседание Народного собрания начинается с доклада о сохранении историко-культурного наследия Ингушетии. Их государственная охрана и восстановление является одним из приоритетных направлений в развитии региона. Сейчас на территории республики находится более 4000 объектов культурного наследия. Прирост на текущую дату составляет 192. Компания АСМ совместно с комитетом, с музеем-заповедником проводится большая работа по инвентаризации и актуализации всех объектов культурного наследия, находящихся в горной части, предгорной и равнинной части республики. На сегодня мы получили более тысячи заявлений о постановке на учет тех или иных объектов. Начаты работы по восстановлению уникальных объектов храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс в Овнушке. На храме завершены противоаварийные работы по установке временных ограждающих деревянных конструкций с внутренней и наружной сторон. Проводятся археологические исследования внутри храма. В дальнейшем планируется проведение полномасштабных реставрационных работ. На 2026 год проведение реставрационных работ в отношении планируется провести работу на 74 объектах культурного наследия, входящих в состав 9 архитектурных комплексов. Это такие, как Яги-Галаш, Хамхи, Галушпи, Коки, Лешк. Далее с докладом о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности, выступает исполняющий обязанности министра финансов Республики Ингушетии Тамерлан Вышегуров. Отмечается, что проект закона разработан в связи с принятием указа президента Российской Федерации 24 сентября о повышении оклада денежного содержания лиц, занимающих должности федеральных, государственных и гражданских служб. Источник финансирования определен. И как на текущий год, так и на следующий финансовый год. Поэтому Минфин предлагает ввести данную норму с 1 октября 2025 года. И с учетом того, что уже согласовано со всеми ведомствами, я прошу рассмотреть вопрос о принятии в 3 чтениях, чтобы можно было уже начисление заработной платы производить и осуществить соответствующие выплаты с 1 октября. Закон приняли в первом чтении. Также на заседании рассмотрели проекты законов об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2026 год в первом чтении, о внесении изменений в статью 4 Закона Республики Ингушетия об отдельных вопросах муниципальной службы Республики Ингушетия в первом чтении. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.